Дорогие друзья, добрый вечер. Обсуждаем сегодня арест ингушских студентов в Москве. Что за этим стоит, как понимать это событие. Вчера утром в 9 часов утра были арестованы, по сообщениям прессы, 200 человек. Потом оказалось, что не 200, а меньше. Сегодня вот прояснилось, что было арестовано 36 ингушских студентов. И наконец-то выяснилось, почему они были арестованы. Студенты учились вот в этом вот институте, в горном институте, прошу прощения, в геолого-разведочном университете Москвы. И вот их вот задержали, да, эти 36 ингушских студентов. Значит, по какому поводу их задержали? Якобы другой студент, таджик по национальности, написал в полицию заявление, что в него ингуши стреляли из травматического пистолета. Да? Значит, приехала Росгвардия, студентов ингушей, на которых было написано заявление, арестовали, провели какие-то обыски там, видимо, в общежитии, нашли марихуану. Прекрасно, в общежитии нашли марихуану, да? И студенты были задержаны, и потом сообщили, что они все были отпущены. Итак, вот смотрите, сколько бреда в одном сообщении, вот сколько вообще нелепостей в одном сообщении. Но на самом деле в этом сообщении нет ни одной нелепости. Я сейчас объясню почему. Все очень четко. Я объясню, почему здесь все очень четко. Итак, значит, что может показаться смешным? Да? Сама информация, что 36 ингушей из одного травматического пистолета стреляли в одного таджика или узбека, неважно, кто там был, я уже не помню. Стреляли в одного человека, да, 36 ингушей стреляли из одного пистолета в одного человека. Итак, вы себе эту картину можете представить, да? Представили. Нашли марихуану, и 36 человек арестовали. Вопрос номер два, что у 36 нашли марихуану? Но я жил в общежитии, я учился в Ростовском университете в свое время, жил в общежитии на Турмалиновке в Ростове, РГУ, Ростовский государственный университет, филологический факультет, отделение журналистики. И да, трава ходила, и тогда ходила. Практически, не все, но очень многие баловались, и это даже не считался за наркотик. Я против наркотиков, да, я просто описываю события. Я не пропагандирую там за наркотики. Но это такая трава в общаге, это банальность еще советского времени. Это никакая не такая вот махровая наркомания. По большому счету, как могло быть на самом деле? Нашли бы там у одного, у двух, у трех максимум, но скорее всего трава лежала бы где-то в одном месте, в какой-то в одной комнате, где живут там 2-3 человека. Задержали бы 2-3 человека, зачем 36? И почему ингуши, да? Вот таких вот масса нелепостей в этом сообщении, которое транслировалось средствами массовой информации, которая везде прошла, везде распространилась. Во всех СМИ, в кавказских СМИ, везде практически, да, информация полная всяких несоответствий, всякого бреда. Возникает вопрос, а что это такое вообще, что это было? И вот я сейчас вам поясню, что было на самом деле и почему появилась эта информация. Итак, значит, бреда никакого нет. Бред это мы с вами, обычные люди, воспринимаем это как бред. На самом деле все очень четко. Это целенаправленно, как я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, что это целенаправленно спланированная акция федеральных властей по информационному силовому воздействию на Ингушетию, на те протесты, которые там происходят. Вот этот факт для меня очевиден. Да? То, что были арестованы именно 36 ингушей, то есть ингушские ребята, то, что у них нашли какое-то оружие и какой-то наркотик в виде марихуаны, это говорит о следующем. Товарищи ингуши, товарищи активисты ингушские, представители ТЭПов, представители протестных движений Ингушетии,
Вот к вам, мы, силовики, к вам обращаемся, что смотрите, вот если вы не прекратите свои дурацкие протесты против передела земли с Чечней, да, который все же, вопрос уже решен, Конституционный суд его утвердил, и подписано все, еще в сентябре все было решено, за вас все решили, все подписали, Кадыров и Евкуров, и там 2 заксобрания, все уже сделано, все подписано. Чего вы бастуете, куда вы лезете? Конституционный суд Российской Федерации, не какой-то там Ингушской республики, а Российской Федерации уже все решил и подписал, что эта граница верная, она переделываться не будет. Все. Чего вы там бузите, ребята? Что вам надо? Прекратите немедленно. А если вы не прекратите, то будет следующее. У ингушских ребят, которые везде учатся, и в Питере учатся, и в Москве учатся, и, кстати, и за рубежом учатся, в следующий раз найдут не травматический пистолет и марихуану, а найдут боевой патрон и дозу героина в одном пакетике. И не у одного-двух, а у всех. Все они падут по статье. Вот что сигналит федеральный центр. Возможно, я ошибаюсь. Это мое предположение. Я ничего плохого сказать про наши правоохранительные органы, ничего плохого говорить не хочу. Но такие же прецеденты были раньше. Они хорошо известны еще с 90-х годов, очень хорошо известны. Даже еще с советского времени. Причем эта практика не только советская или российская, это практика мировая. Это мы должны знать. Вот мое предположение состоит в том, что, помните, я вам в одном из кастов, я думал, да, я размышлял, как вообще вот власть будет разговаривать с Ингушетией, на каком языке. Вот власть пытается нащупать язык разговора с ингушскими протестами. И вот мы сейчас получаем еще один язык. Это язык предупреждений. Пока не ультиматумов, а предупреждений, что, ребята, если вы хотите, чтобы у вас все было тихо, чтобы ваши дети были на свободе, чтобы никто не арестовывался, не получал сроки, ведите себя спокойно. Иначе может быть все по-другому. Вот о чем говорит данное происшествие. Спасибо за внимание.